Ваш сын попал в аварию, пришлите деньги срочно, а лучше продиктуйте 3 цифры на обороте банковской карты или, как обещают другие мошенники, поможем с одобрением кредита. Вот только продиктуйте серию и номер паспорта. ИНН и СНИЛС ни первого, ни второго, ни третьего делать не стоит, предупреждают в прокуратуре. Их методы разные, но цель одна – нажиться за счет доверчивых людей. Мог заключаться в обмане или злоупотреблении доверием, умышленном искажении фактов, хищении чужой собственности или незаконном приобретении права на нее и другие в рамках других моментов тоже также проявляются. Кроме простого мошенничества, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, есть мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, в сфере кредитования, при получении выплат с использованием платежных карт, в сфере страхования и компьютерной информации. При таком условном разделении их получается 7. Данное деление служит для дифференциации наказания в зависимости от общественной опасности преступления. Мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и иные умные гаджеты делают нашу жизнь удобнее, но вместе с тем облегчают преступную деятельность и мошенникам. Преступления в информационно-телекоммуникационном пространстве за последние годы только набирают обороты. Только за первое полугодие 2022 года в МВД поступило более 100 обращений, когда за весь 2020 их было около 130. За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 282 факта совершения мошенничества. Это на 12,8% больше, чем годом ранее. Из общего числа зарегистрированных преступлений 168 фактов преступлений совершены с использованием тех информационно-коммуникационных технологий, которые мной были озвучены. Раскрытие таких преступлений представляет определенную сложность. Обусловлено это анонимностью мошенников, межрегиональным характером содеянного и совершение их удаленным способом. Несмотря на увеличение числа преступности, также увеличилось и раскрытие таких преступлений. Незначительно, но есть результаты в данном направлении, есть прогресс. В общем сложности в текущем году за 10 месяцев в суды раскрыто 55 преступлений, из них 49 преступлений уголовных дел направлены в суды. Учитывая уголовные дела, направленные в суды годом ранее, в текущем году судами республики осуждено 70 лиц. Более 60 уголовных дел в настоящее время расследуется следственными органами республики. Наказание за совершение мошенничества следует достаточно суровое, в большинстве случаев связанное с реальным лишением свободы до 10 лет и штрафом до 1 миллиона рублей, в зависимости от тяжести, степени вины и размера причиненного ущерба. Например, за простое мошенничество без отягчающих обстоятельств можно получить до 2 лет лишения свободы, а аналогичное мошенничество, связанное с кредитами и страховыми выплатами, грозит максимум 4 месяцами ареста. За совершение преступления организованной группы, либо в особенно крупном размере, как мной было сказано ранее, грозит до 10 лет лишения свободы и штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В прокуратуре также призывают граждан не терять бдительность, не доверять звонкам от лжесотрудников службы безопасности банков, не сообщать реквизиты банковских карт и пин-коды к ним, избегать покупки товаров в ненадежных интернет-магазинах. Если все же стали жертвой мошенников, в том числе телефонных либо интернет-преступников, следует сразу же обратиться в обслуживающий банк и в полицию, ведь от оперативности пострадавшего зависит и раскрытие преступления, и возврат денежных средств. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.